На сегодняшний день в Башкортостане больше 300 человек пострадали от укусов клещей. Из них почти 130 детей. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостью в студии Елена Шакирова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим с вами о тех, кто пострадал от укусов клещей, о тех, может быть, кто уже заразился мышиной лихорадкой. И самое главное, как можно обезопасить себя. Только что говорили о том, что больше 300 человек уже на сегодняшний день пострадали в Башкортостане. Если сравнивать с прошлым годом, эта цифра такая же или, может быть, меньше, больше? Если мы будем сравнивать цифры с прошлым годом, то это чуть меньше у нас в этом году обратившихся, но это не несет какой-либо информативности, потому что все зависит от погодных условий. Если в том году у нас чуть раньше было теплее, активность населения была выше и раньше сход снега, в этом году чуть позже. Цифры мы подводим по итогам года. Ежегодно у нас в республике где-то одна и та же цифра обратившихся, это около 10 тысяч людей, которые к нам обращаются в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Многие говорят о том, что клещи падают с дерева. Воспользоваться репеллентами можно в любые заросли. Вот что в итоге работает для того, чтобы клещ не присосался? Ну, наверное, первое, что хочу сказать, что с дерева клещи никогда не падают. Клещи обитают на земле, в траве, в зарослях, там, где есть для них оптимальные условия для их жизнедеятельности. Клещ сам по себе, он не летает, он именно ползет, и ползет именно снизу вверх. То есть мы понимаем, что первая мера, которая должна быть, нам надо защитить свои открытые участки ног. Если одежду одевать, то светлую. Почему? Потому что клещ на светлой одежде, он заметен, его вовремя можно заметить и таким образом предотвратить его присасывание. Поэтому, когда мы выходим в лесной массив, работаем на садовых участках, вот особенно в этот период, когда клещи только у нас проснулись, они очень голодные, активные, сезон активности клещей по-другому называем, надо соблюдать меры предосторожности, а именно одевать защитную одежду. И самообследование, обследование детей обязательно надо проводить. Спреи, маршруты. Спреи – это репелленты, которые отпугивают клещей. Естественно, их можно применять, когда мы посещаем лесной массив. Мы понимаем, что спрей, он отпугнет, но период его действия тоже недолговечен. Поэтому помимо защитной одежды используем репелленты. Но и те, кто сделал иммунопрофилактику, заранее подготовился к сезону. В основном это те люди, которые имеют группы риска, это лесники, работающие в геологических разведках, может быть, которые посещают лесные массивы, то в этом случае они защищены от клещевого энцефалита, вакцинированные, но мы не забываем, что клещи могут переносить и другие заболевания, в том числе бактериальной природы, это клещевой боррелиоз, который для нашей республики тоже характерен. Вакцинация сейчас уже не актуальна, сейчас уже поздно вакцинироваться, правильно? Сейчас не поздно вакцинировать для тех, кто собирается, допустим, в летний период куда-либо выезжать в эндемичный регион, допустим, на работы в лесной массив, в эндемичный регион, может быть, за пределы нашей республики, можно использовать экстренный курс вакцинации, такой тоже есть. Если же по плановой вакцинации, то да, первая вакцинация у нас должна быть осенью, затем уже весной до начала сезона активности клещей. А стандартная схема вакцинации от ускоренной чем-то отличается, и эффективность может быть ниже? Нет, эффективность никак не влияет, просто эта схема вакцинации, это подготовка самого организма и курсы. Если человек обнаружил присосавшегося клеща, какие дальнейшие действия? Причем я говорю не только о тех, кто живет в Уфе, но и в других городах и районах. Первое действие, во-первых, мы обнаружили присосавшегося клеща. Первое, мы оцениваем, есть ли у нас рядом травматологический пункт. Если он есть, лучше снять клеща там. Если это затруднено, далеко, можно снять самостоятельно. При этом не рекомендуется ни капать маслом, спиртом на клеща. Мы так можем увеличить инфицирование, когда клещ попадает. Когда клещ умирает, задыхается то, что мы закапали масляным раствором, он впрыскивает большее количество слюны в ранку. И таким образом мы увеличиваем риск инфицированности. Аккуратно клеща при помощи подручных средств можно ваткой, можно перчатки одеть, заголовку, поворачиваем по часовой стрелке и аккуратно его вынимаем. Не выкидываем его, и обязательно надо все-таки сдать на лабораторные исследования, чтобы, если будет обнаружен клещевой энцефалит,
то здесь назначается курс иммунопрофилактики, вводится иммуноглобулин. Если будет обнаружен боррелиоз, назначается курс антибиотиков, который назначит любой врач в травмпункте, либо в поликлинике, либо в ФАПе. Везде ли есть вот такие вот центры, где могут исследовать клеща? Клещ исследуется у нас в Центре гигиены и эпидемиологии, который расположен в городе Уфе, и также есть филиалы на территории района. Ежегодно в течение всего сезона клещей принимают на исследование, учитывая праздничные выходные дни, особенно майские праздники. График всегда перестраивается для того, чтобы люди в любой день могли сдать клеща. Поэтому внимательно надо смотреть на сайте, мы эту информацию размещаем. И в праздничные дни также доступно исследование клеща. Какие сроки есть у человека, который пострадал от укуса клеща? Сроки, естественно, минимальные, максимальные, минимальные сроки, но не забываем, что это не то, что незамедлительно, да, есть определенный временной промежуток, потому что введение иммуноглобулина – это все-таки пассивная иммунизация, иммуноглобулин противоклещевой, он целенаправленно воздействует на вирус клещевого энцефалита, поэтому можно ввести в течение нескольких дней, 72 часа обычно мы говорим, да, надо ввести иммуноглобулин. Поэтому сроки на исследование есть, и на введение иммуноглобулина также они есть. Еще одна напасть – это мышиная лихорадка. Вот на сегодняшний день сколько у нас пострадавших, и ожидаем ли мы рост в ближайшее время? Мышиная лихорадка или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, да, это наше эндемичное заболевание. Сейчас у нас фиксируются единичные случаи, потому что не сезон. Мы сейчас только начинаем контактировать активно на садовых участках, на природе с мышевидными грызунами. Средний инкубационный период этого заболевания 2-3 недели. То есть мы сейчас ожидаем в мае первую волну роста мышиной лихорадки вследствие инфицирования вот уже сейчас в это теплое время. В том году у нас за прошлый год зарегистрировано чуть более 700 случаев мышиной лихорадки. В принципе, по среднему многолетнему показателю это немного. В этом году мы ожидаем все-таки регистрацию заболеваемости, потому что популяция мышевидных грызунов, по прогнозам, она все-таки увеличивается на нашей территории. И соответственно, с увеличением мышевидных грызунов увеличиваются риски заболевания. Поэтому профилактика для населения только не специфическая. Это влажная уборка, обработка дезинфектантами, особенно при расконсервации садовых участков, а также соблюдение мер личной гигиены на природе. Вакцины от мышиной лихорадки не существует? Нет, вакцины нет, специфической профилактики нет, только не специфическая. Это дератизация территорий, помещений, если обнаружены мышевидные грызуны, если мы говорим про жилье человека. Также в республике мы ежегодно проводим барьерную дератизацию вокруг населенных пунктов для того, чтобы снизить количество мышевидных грызунов именно в тех эндемичных районах, где выше всего заболеваемость. И, соответственно, вот эти мероприятия, они помогают снизить заболеваемость до средне-многолетних значений. А какие это районы? В основном это центральная часть республики. Самый эндемичный район, где выше всегда заболеваемость, это Благовещенский район, Уфимский район, город Уфа. Как раз вот этот пояс, который располагается, Туймазинский район, Октябрьский, они находятся в эндемичной. Это связано с тем, что есть условия для размножения мышевидных грызунов и геологические именно условия их жизнедеятельности. Есть их кормовая база, которая на данных территориях расположена, это липовые леса, они очень, это их кормовая база. Поэтому вот традиционно у нас вот этот пояс и как раз является эндемичным. Но единичный случай регистрируется во многих территориях, в том числе и на севере, и южнее. Единственное, Зауралье у нас, как правило, считается свободным от мышиной лихорадки. Там крайне редкие случаи, то по расследованию мы выявляем, что люди выезжали все-таки по территории республики и могли заразиться на другой территории. Елена Сергеевна, если говорить о симптомах мышиной лихорадки, они немного похожи на простудное заболевание. Вот как при этом можно понять, что это не простуда и лечиться дома уже не рекомендуется? Само слово лихорадка уже говорит о том, что это лихорадка. На самом деле начальные симптомы ничем не отличаются от обычной простуды.
Единственное отличие может быть высокая температура, там все-таки температура тела высокая, бывает чаще всего интоксикация, потому что сильная. У некоторых больных чаще бывают боли в почках, но это уже когда заболевание заходит в такую свою стадию уже развития заболевания. Поэтому наши врачи, которые работают с данным заболеванием много лет, при любых симптомах боли в почках, высокой температуры ставят в первую очередь диагноз ГЛПС. Затем проводится лабораторное исследование, это специальное серологическое исследование, чтобы исключить это заболевание. Если по результатам лабораторного исследования получены отрицательные результаты, то мы такой диагноз снимаем, и уже там идет другой диагноз, либо пиелонефрит, либо там соматическое заболевание. Хотелось бы сказать, что вот у нас медицинские работники очень осторожны по мышиной лихорадке, и всегда, если есть какие-то сомнения, ставят сначала ГЛПС и проводят исследования, а потом уже рассматривают дальнейшие другие варианты, какое заболевание. Через сколько дней проявляются симптомы лихорадки? Инкубационный период до 49 дней может быть, но в среднем это 2-3 недели. Сейчас активный период обработки лесов в городах. Насколько я понимаю, он завершится к 25 апреля. Это планируемая дата, это мы сейчас говорим об акрицидных обработках, я так понимаю. Да, мы сейчас начали, как только снег сходит, устанавливается устойчивая солнечная погода, мы приступаем к обработкам. Планируемые даты мы ставим, но дождливая погода может наносить свои коррективы. Вот, допустим, у нас в понедельник был дождь, пришлось отложить обработку территории парков города Уфы до устойчивой погоды. Поэтому планируем завершить к 25 апреля, но не исключаем, что может сдвинуться данный график. Поэтому актуальные даты обработок размещает на своих сайтах как администрация районов, так и заказчик, подрядчик, который выполняет данные услуги. Допустим, по городу Уфа у нас обработки проводит Республиканский центр дезинфекции. На сайте размещается планируемая дата обработки, фактическая дата обработки, и, соответственно, любой житель может ознакомиться с датой проведения обработок. Единственное, хотела бы сказать, что обработки чаще делаются в утреннее время, очень раннее время, до посещения посетителей парков, скверов, поэтому зачастую данные обработки невидимы для наших жителей, но они проводятся, вывешиваются знаки и предупреждается население. Насколько они эффективны? Эффективность этих обработок достаточно высокая. Все препараты, которые используются для обработок, имеют свидетельство о государственной регистрации. Как правило, эффективность их длится до 1,5 месяцев, то есть это короткого действия препараты. При необходимости, если есть на территории клещи, эти обработки можно повторять, но, как правило, именно вот на весенний сезон этого хватает, потому что летом у нас естественное снижение численности клещей, в связи с тем, что они при жаркой погоде свою активность не проявляют. Вторая волна клещей у нас обычно к августу месяцу. Поэтому, чтобы обосновать и запланировать дополнительные обработки, нами, Центром гигиены и эпидемиологии, проводится обследование территории, мониторинг энтомологической территории, для того, чтобы дать рекомендации по повторной обработке данных территорий. И, соответственно, эффективность обработок мы тоже проверяем, двухсторонняя проверка, сама организация через 3-5 дней приходит и проверяет, насколько эффективна эта обработка. И мы, Центр гигиены и эпидемиологии, по нашему заданию тоже выходят на территории и проверяют эффективность данных обработок. Елена Сергеевна, спасибо огромное. Это была программа интервью. На наши вопросы ответила Елена Шакирова. Это заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.